И здесь я хотел просто побольше размаху взять и с размаху допрыгнуть до третьей тарелки. Но, как видно, я вот здесь задел головой и в воду летел уже практически немножко потерявшись, наверное, в пространстве. Этот эпизод программы со своим участием сыктывкарец Иван Балясников посмотрел уже десятки, если не сотни раз. Сейчас он, конечно, понимает, как следовало выполнить трюк. Без раскачиваний, за счет силы рук. Но там на полосе, чтобы сориентироваться моментально, железными должны быть не только мышцы, но и нервы. Было так немножко, наверное, страшно выходить туда, вот, на саму полосу. И когда вызывали, уже, конечно, выходишь, свет софитов такой, жарко становится, сразу весь план только на тебя. Вот там, конечно, сердце начинало биться очень сильно. Ну и даже начинало такое ощущение, что может не хватить не то что сил, а вот волнение помешать, что-то где-то мандраж. Ну а потом уже после первого-второго препятствия уже понимаешь, уже входишь в кураж. Президент Федерации легкой атлетики Коми, чемпион в Северо-Западном округе, тренер и спортсмен с огромным опытом. Участвовать в проекте или нет, Иван долго не думал. Да и редакторы программы форму нашего атлета оценили. Первый кастинг Балясников прошел без труда, хотя в нем участвовало более полумиллиона человек со всей страны. Вспоминает, вокруг были и олимпийские чемпионы, и люди с феноменальными способностями. Тогда он понял, выкладываться на полосе придется по максимуму. Обязательно каждый день мы тренировались. Во время сбора это было по 2 тренировки. Но затем, когда я уже приехал в Сыктывкар продолжал тренироваться. У себя в зале повесил канат, перекладины дополнительные, делал прыжки с перекладины на перекладины. Все это снимал, затем редакторы просили прислать видео, как мы готовимся, не готовимся. Ну и затем уже ждали своего вызова. Прыжки с платформы на платформу, мост самурая, колесо фортуны. На отборочном туре, казалось, Иван может взять любую высоту. Его даже окрестили машиной. Он реально хорошо работает руками, удивительно для легкоатлета, потому что вроде бы, казалось бы, там работают только ноги, но нет, там работает все тело, и он у подножья малой горы. Давай поспорим, у меня нет сомнений, что он с первого раза заберется. Знаешь почему? Он высокий парень. Нет, я вижу, нет, высокий, большой. Потому что он может максимально разогнаться перед прыжком и забраться на малую гору. Смотри! Итак, Иван Балясников с первой попытки покоряет наш отборочный тур. Я же говорил! Но полуфинал оказался сложнее, чем ожидал Иван. Роковыми оказались тарелки НЛО. Впрочем, расстраивался Балясников недолго, да и больших надежд на победу не питал. За всю историю существования проекта в мире, а выходит он в Японии, США и странах Европы, только один человек смог забрать главный приз. Поначалу, наверное, расстроился, что-то не получилось, но потом подумал, сколько я прошел, докуда дошел, попал в эфир, как бы. Ну и сейчас, когда много ребят пишут мне после эфира, что молодец, хорошо, и это, наверное, вдохновляет. Пока исход финала неизвестен, но Иван предполагает, скорее всего, русские ниндзя рекорд проекта с первого раза не побьют. И это еще больше воодушевляет нашего спортсмена. Иван уже готовится ко второму сезону. Таисия Жакова, Алексей Прошуков, телеканал Юрган.